В Кыргызстане по-новому взялись за образование дошкольников. Реформы начали еще несколько лет назад, а в этом году уже можно говорить о результатах. Так как в школу этой осенью пойдут первые выпускники так называемых общинных садиков, где детей обучали по 5 часов в день. Итоги подводят и воспитатели специальных садиков для детей чебанов. Их открывали на далеких Джайлоу пастбищах. Что в итоге получилось у кыргызских реформаторов, об этом смотрите в материале моих коллег. Здравствуйте! У Мадины сегодня красивое платье. Идем, заходи. Мадина начала ходить в общинный детский сад в этом году. Он открылся в селе Джилублак, что в Исыкульской области, по инициативе местного населения. Сельчане выиграли проект по открытию детского сада, и местная власть выделила 4-комнатное школьное здание, которое жители села опять же своими силами привели в порядок. Давайте, дети, повторим буквы еще раз. Это дети из подготовительной группы. Они уже умеют читать, считать и выполнять самостоятельные задания. Общее количество детей в группе составляет около 20 человек, а учителя в рамках проекта прошли специальный тренинг по обучению. Вначале они спрашивали, когда пойдут играть или когда будут смотреть мультфильмы, а теперь привыкли, всему свое время. Занятия проводим около получаса, а потом идем играть на улицу. Отличие общинного детского сада от обычного в том, что дети здесь проводят около 5 часов, поэтому они здесь не спят и не питаются. Такие условия были разработаны согласно специальной программе на Аристе, которая рассчитана на 480 часов. Есть так называемая централизация на основе этих 480 часов. Основные центры – это ИЗО, математика и обогащение словарного запаса. Во время игры детям можно задавать вопросы. «Скажи мне, что это, какой это цвет?» Таким образом, детей можно многому научить, не принуждая их в обучении, а во время игры. Это основное отличие. В детском саду Аянур, который работает уже год как общины, получают знания более 70 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Для детей постарались создать максимум условий, как в зимнее, так и летнее время. Это для нас, особенно для сельской местности, самые шикарные условия. Зимой дети не бегут в туалет на улицу. Как видите, здесь все условия. Горячая и холодная вода тоже есть. Ну-ка, дети, тише. В какую игру поиграем? Джолук Салмай, да? Это детский сад на Джайлоу в Нарынской области, который расположен на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Здесь воспитываются в основном дети местных скотоводов и сельчан, которые торгуют кумысом. Причина создания детского сада Джайлоу в том, что дети испытывают недостаток получения образования. Некоторые дети уходят на осеннее стойбище, а затем на зимнее стойбище. И таким образом не бывают в селе, не посещая детские сады. И сейчас здесь есть дети, которые никогда не бывали в детском саду. В одной юрте находится от 3 до 10 лет. Здесь воспитатели занимаются ими только 3 часа. За это время дети успевают почитать книги, поиграть и порисовать. А вот сон и питание уже дома. Мы не можем покупать канцтовар, у нас нет возможности раздавать бумагу каждый день. Вот так мы используем камни, их можно помыть. У нас камней много, хорошо нарисованные рисунки мы храним. Эти рисунки, нарисованные на камнях, смотрятся красивее, чем на бумаге, и украшают юрту. Кроме этого, на почетном месте в юрте есть библиотека, где в курджунах хранятся книги, сказок и рассказов. В основном это даренные книги. Из этих книг дети учат стихи и читают рассказы. А если в этом районе есть бабушки и дедушки, мы их приглашаем и просим рассказать нам сказки. Чтение сказок включено в нашу программу и рабочий план. Детский сад на Джайлоу, так же как и общины, является инициативой местного населения. В свое время проект был поддержан крупным международным фондом, который обеспечил подходящие юрты со всем удобством для детского сада. С тех пор прошло 4 года, и проект перешел в юрисдикцию местной власти. Поэтому на сегодняшний день есть трудности с финансированием. Мы переданы в Айыл Өкмөтү. Они занимаются нашим детским садом. И Айыл Өкмөтү должны финансировать нас. Но, так как они сами находятся на дотации, они пока не могут нам помочь. Мы выполняем свои обязательства, но наши требования не выполняются. Из-за этого детский сад села Джергетал уже 3 года работает исключительно на инициативы воспитателей. О зарплате они уже давно не слышали.
А это детский сад на высоте 3030 метров над уровнем моря на перевале Далон, который относится к городу Нарын. Он работает уже 4-й год. Также был сначала проектом Международного фонда. Мне нравится. Здесь много книг, мы рисуем. Юрта очень красивая. Здесь нас многому учат. В отличие от предыдущего садика на Джайло, здесь удалось решить проблему финансирования. Этому теперь рады и воспитатели, и родители. Это хорошо для развития детей. Раньше мой ребенок не умел читать и рисовать. Теперь он знает буквы, узнает А, Б. Основная цель горных детских садов – это привлечение к учебе детей-скотоводов. В настоящее время в Нарыне работает 16 таких детских садов, где воспитывается около 600 детей. А я Джан. Ну-ка расскажи стихи про Косолапова. Рассказать стихи да и на русском для детишек в младшей группе общинного садика, который находится в Исыкуле, не проблема. Интерес у них растет с каждым днем, потому что воспитатели стараются только ради детей. Сейчас, например, дети не могут обойтись без детского сада. Они не хотят оставаться дома и просят родителей отвезти их в садик. У нас есть 3 группы. В этом году у нас 40 выпускников, которые сейчас готовятся и скоро переступят порог школы. Этот проект для нашего села и для наших детей очень кстати. Здесь растет кругозор детей, они учатся единству, дружбе. Они начали к чему-то стремиться, у них развивается язык. На сегодня день Мадины в детском саду подошел к концу, и настало время идти домой. За ней на коне приехал ее отец. 5-часовое время Мадина пошло на пользу. Она выучила новые стихи и поиграла с друзьями. Это достижение дочери – счастье для родителей. Дома расскажешь нам, что ты выучила сегодня?